Свой юбилей отмечают члены и подопечные Ингушского общества слепых. Сегодня организации 30 лет. За плечами немало достижений. История сообщества началась в 1993 году, когда незрячие жители Ингушетии обратились к Центральному управлению с просьбой создать отдельную ингушскую региональную организацию Всероссийского общества слепых. Эта инициатива была сразу же поддержана президентом ВОС. И 22 июня Центральное правление поддержало это решение, и постановлением была основана наша организация. Вначале, конечно, в 90-х годах это была работа, связанная с созданием организации, с накоплением опыта. И в основном это была адресная помощь нуждающимся. В нулевых это уже более системная работа у нас была. Это реабилитация средствами физкультуры и спорта, социокультурная реабилитация. И уже в 10-е годы мы уже начали участвовать в грантовых конкурсах, вести комплексную системную работу по развитию всех сфер жизни незрячего сообщества. Это они сегодня отстаивают права и интересы инвалидов по зрению, оказывают социальную поддержку, реабилитацию, а также содействуют обеспечению равных возможностей. Поздравить коллег со знаменательной датой приехал и полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых, председатель Карачаево-Черкесской ВОС Сергей Дубовик. Вы занимаетесь благородным делом. Обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество. Вносите весомый вклад в решение важнейших социальных значимых задач. Праздничное мероприятие начинает с награждения, отмечает работу самых активных членов и подопечных общества. Поздравляю, продолжайте. Спорт это много значит, для нас особенно на Кавказе. Все, что они не видят глазами, они могут потрогать и почувствовать. Так, все эти работы сделаны подопечными организаций. Кстати, одна из картин подарена и нашей телерадиокомпании и в скором времени будет украшать наш холл. Художник этот, кстати, Хамбор Манкиев. Он может различать лишь свет и темноту. Рисовать научился еще в детстве, пока его сверстники играли во дворе. Сегодня мужчина видит лишь одним глазом, и то всего на 4%. Но это не ослабляет его тягу к искусству. Если у меня получится, если открывать на этой республике наши какие-нибудь помещения, школы, как школа хотя бы там, я могла бы по-сиротически помогать их. Кроме этой физической работы, психологически помощь нужна человеку. На протяжении многих лет органы региональной власти поддерживают общество слепых Ингушетии. Руководство региона, правительство, Министерство труда, спорта и другие ведомства и структуры помогают в решении уставных задач региональной организации ВОС. Сейчас у сообщества немало социальных проектов. Работы предстоит много. В этом году у нас был проект, поддержанный фондом культурных инициатив, президентским фондом «Культура Ингушетии в 3D-миниатюре». Основная цель проекта была это познакомить с нашим архитектурным и скульптурным памятниками, познакомить незрячих людей. Этот проект мы завершили, и сейчас у нас параллельно идет еще один проект в партнерстве с Федерацией спорта слепых. Это адаптивный теннис для маленьких чемпионов. В общем, Всероссийское общество слепых на достигнутом останавливаться не собирается. Перед ними стоят важные задачи. И самые главные их – интеграция незрячих в общество, создание для них еще больше условий для комфортной жизни и трудоустройства. Хава Гагиева, Султан Магушков, Новости 24.